Так, друзья, вот такой вот подгон от Андрея Марара. Вот. Бакоплав новой версии Pro. Бакоплав Pro для Гаврила Яныча. Вот. Вот такой бакоплав мы дарим Гаврилу Янычу от Андрея Марара. Посмотрите, уже усовершенствованная версия под наклоном и калиброванный. Вот. Спасибо Андрею. Ага, вот. Завтра попробуй. Завтра пробуй. Говори, если будет ловить что, сразу говори. Докладывай. Говорит, в прошлый раз хорошо, говорит, сик брал. У Дмитрича, да? Ага. Вот, у Дмитрича, говорит, за хвост именно хватал. Говорит. Почему за хвост? Потому что хвостик Андрей делает натуральный из медвежьего шерсти. Медвежий. Бакоплавы есть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Андрей Марар. Там бутик есть, заходите, заказывайте у него. Вот. Так, сейчас вот Гаврил Яныч увидел рыбку. Маленькую какую-то. Давайте вместе посмотрим на нее. Скажите, Гаврил Яныч, что там увидел? Вон, видите, там рыбка прямо в воде. Вон. Маленькая. Маленькая рыбка. Агыр тугого. Она тут кушает, ходит, плавает. И поэтому, друзья, сейчас мы будем пытаться поймать мелочь. Он это барба. А поможет нам, друзья, в этом вот такой эхолот Гипер Чирп Плюс. Будем им сейчас сканировать, как говорится. Итак, друзья, сейчас будем готовить еду на вечер. На вечер у нас вот такие крылышки. Из цыпленка бройлера. Крылышко написано. Сейчас мы это крылышко и проверим. Конечно, готовим без изысков. Все как по-простому у нас. Без особых изысков. Вот такая барбекюшница у нас имеется с самодельным кольцом. Сюда вкладываем кусочек фольги. Фольга есть в любом магазине хозяйственном. Готовится очень просто. Берем крылышки, выкладываем. Так как крылышки сами по себе нежные, они у нас приготовятся очень быстро. И поэтому я сделаю две закладки. По 5 штук. Вот. Вот так у нас будет две закладки по 5 штук. Все это обильно поливаем майонезиком, чтобы все это было вкусно. У нас должно получиться неплохо. Вот. Теперь присолим. Без особого фанатизма солим. Много не надо. Учитывайте, что у вас ваш соевый соус тоже имеет соль. Поэтому так вот для придания пикантного вкуса
добавляем черный перец. Перец можно как молотый, так и не молотый. Но я предпочитаю молотый на рыбалке, потому что всегда можно и рыбкой поесть, постругать черным перцем. Вот. Кажись, переборщил малеха. Вот в этом участке довольно обильно посыпал. И теперь наша задача завернуть этот конверт получившийся. Подворачиваем тоже без фанатизма, так. А то можно порвать нашу фольгу. Вот так делаем. Вот так делаем. Вот. Старайтесь сделать, чтобы у вас поместился в барбекюшку ваши крылышки. И вот в это отверстие получившееся сейчас мы немножко соевого соуса добавим. Тоже без фанатизма. Вот. Все. Сейчас это отправляем в готовку. Говорил Яныч, пока там что-то дрова колет. Пока он наколет дрова, сейчас наша еда сварится. Давайте поставим на запекание, пока делаем вторую порцию. Сейчас я подойду сюда. Все, воткнули нашу курочку. Ну и вторую часть давайте тоже так же быстренько подготовим, чтобы потом тоже просто запечь. Итак, я сейчас поставлю вариться макароны. Пока вытащил первую порцию крылышек. Посмотрим. Янычу покажем. Он еще не видел такого метода приготовления. Так, вот, уже пошел дымок. Делается все на углях. Будем макароны есть с крылышками. Посмотрите. О. 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 Все. Без особого изыска. Просто. По-простому и просто. Вот. Посмотри, уже сварено. Вот. Полностью. Все. Мягкая, вот, видишь. Вся. Вот. Вот. Несколько минут и готово блюдо. Да. Сюда добавил майонез, посыпал перцем, присолил и соевым соусом маленько сюда вот залил и поставил. Будем сейчас снимать пробу скоро, как сварятся макароны. Пусть стоит пока в своей температуре. Вот так вот. Друзья, кто-то схватил мормышку. Жестко. Жестко, это походу ленок. О, сошел. Сошел. Смотри-ка. Вот у тебя как что ли? Ох, нет, надо льдом было. Сейчас сидели, ели, чуть мормышка не ушла. Кто-то большой был, разогнул вон крючок, смотри. Чуть-чуть. Явно ленок, походу, ночной. Так они что, не спят, а ведь под-то еще? Сколько время сейчас? Скахаптай. Это почти без не
Вырыдай. 7:30 хватил ленок, друзья. Но я не смог его победить, потому что еда, тут сидел, разговаривал еще между делом. Тормозил, короче. Блин, мы трапезничать собираемся. Да, трапезничать собираемся, заворачиваю рукава. Так, тряпочка. Ну, макароны обычные. Просто макарон. Но с курицей они получаются. Попробуем-ка. Ничего было. Острые должны быть, потому что я перца много сюда бахну. Немного переборщил с... Так, итак, друзья, сейчас я готовлюсь к завтрашнему дню и подготовил тут несколько приманок. Вот. Давайте начнем с Изуми. Фирма Изуми. Вот такая вот зимняя блесенка для зимнего ответственного блеснения. Здесь стоял совершенно маленький крючок. Вот такой вот. Что по мне это совсем маленький, ну вот, до безобразия. И я его поменял на более крупный. И вот это вот как ее, цепочка вот и будет проходить тоже испытание. Выдержит ли она крупных линков? Не знаю, навряд ли, может, не знаю. Завтра мы это все узнаем. Так, это буду на линко у меня, на сига. Потом будут проводить испытания вот этой блесны. Блесну вы все знаете, Андрей Мара разготовил. Вот. Она такой вот довольно интересной, причудливой формы, квадратная. Здесь плоская одна сторона, другая изогнутая. И вот эта сторона еще тут подточена для чего-то. Ну, тоже непонятно, видимо, свои функции несет. Ее попробую. И сейчас оснастил вот бокоплав. Один Янычу подарил. И один вот себе вот такой оставил. Вот. Это тоже на сига, говорит. Хорошо будет брать. Ну и все. И вот такая вот мормышка будет, вторая основная снасть. Ну это просто мормышка, без поводка, без ничего. Хотя, думаю, по идее, здесь нужно маленький поводочек подвязать. Вот. И резина вот такая, тоже Изуми. Вот так мы сегодня на вечер подготовились. Сейчас поставил доработанные ножи на ледобур. Вот. Чтобы завтра много бурить и не останавливаться ни перед чем, как говорится. Клюнул? Говорю, я начал, уже кто-то клюнул. Представляете? Без пустила. Да, мы только проснулись вообще, вот глаза только продраили. Свет включили. Сходили по нужде. Даже вот хотели сесть позавтракать, сказали, давай сейчас сварим, позавтракаем. Нет. Да, надо сначала удочки опустить, проверить. И тут же сразу поклев. И никто уже о завтраке уже даже и не думает. Сейчас думаем, как бы поймать. Как бы поймать. Чего так дома рано? Кит.
4 однаковых была. Так, я поставил вот такую блесну с глазиком. Вчера, которую делал. Сейчас, если рыба попадется, то опять здесь у нас будет озеро Байкал. Говорю, я опять кто-то там берет. Хотел только что завтрак готовить начинать. Некогда. Опять кто-то взял у него. Что такое? Я отпустил. Взял и отпустил, да, опять? Ага. Плавно берет, да? Плавно, лох. Так. Надо мормышку было выводить, наверное, думаю. Что это? Мамушка, не трогает. Мантыга, мана туга ушка такого это вот. Ушка там теряешь, потом говорим, это вот. Бутовки. Что он так она? Hadi be так будешь ли? Ого, не перейти. Вот ушка тут я кал. Пластиковый. Ты чё? Опять что ли? Вы только что не снимать его на бугры. Опять ласково, говорит, берет. Ласковый. Поклепка. Мы давайте опустим мышку. Проверим-ка. Угу. О, ходай. Схватила. Ай, ай, осторожно, я сейчас твою зацепит. О, бля, он и так зацепил рука. Черт, одна тага. Нет, ты... А, ну все тогда, елки. Здесь как-то ловно. Ясно. Мне это не меня хататана. Так, ну это не. Блесна он будет. Елки зеленый, точно вон твоя блесна вовсю. Оксана. Ленок. Он не хочет заходить особо.
Зашел. Вилка. Кольцо егер киен қалдады. Білсіна кольцо еттің егер. На маленькую мормышку вот такой красавчик попался с утра прям. Мормышка была с резиной оснащена. Резину он куда дел, я не знаю. Съел, наверное, походу. Причем вышел он без воды. Когда вот поборолся я с ним, он устал и спокойно вообще вышел. Разных цветов тут. Ага, Яныч, давай. Вот это да, слушайте. Обалдеть вообще. Вот это да. Тихо. Вот это да. Вообще жестко. Поглотил. Пойдёх. Я помог. Так, ну а мы будем продолжать рыбачить на мормышке. Пробовать. Давайте. С резиной у нас такая мормышка. Есть. Хороший. Вообще хороший, слушай. Кое-как помещается. Оля. Багры. Не, нормально. Ну что, вообще хороший попался. Хороший, однако. Елка, глаз лопнул из-за него во рту. Вообще красивая рыба. Ай да рыба. Вот это красота. Вот такой у нас чудесный завтрак. Это мы. Ну вот и позавтракали. И позавтракали. Теперь ждем, будем ждать обеда. Называется позавтракали. Да. На самом деле многие рыбаки, друзья, не едят нормально, когда рыбачат. Входят в такой азарт, что забывают про все на свете. Это неудивительно. Пока клев есть, нужно ловить. Вот такое вот понятие есть. А то его потом может не быть. Блин, сок. Но... О, видите, вот что происходит. Вот как тут можно есть? Такие манка головы.
У меня тоже такая же поклевка была, сейчас тоже агрессивная. Кальмаром. Так что тулалыч. Опять сошел. Сырим бэм, да я надо. Ага, есть. О, есть поклевка. Глаза нету уже. Вот такой ленок. О, горлянки тоже. Смотри-ка. Пока сражение шло, мы рыбачили. Хороший, вот это красота. Слушай, Яныч, как ты там заказывал, я ловил. Ну, хоть я не найду. Мында кахайдык балыксыт, нормальный балыксыт агыл уругайды. Вот как при таком клеве кушать? Объясните, пожалуйста. Как нормальный, какой нормальный рыбак может есть сидеть? Такое утро сегодня морозное. Температура не знаю сколько градусов. Но по прогнозу было за 50 точно. Так мы переночевали. Дров нам хватило. Дров еще много. За ночь не сильно дрова поела печка. И здесь у нас стоит рыба. Такой прекрасный вид открывается с утра. Ой, ё-моё! Ё-моё, ё-моё! Меня-то нету. Та-та-та. Ускай. Чей убирай давай, чей удочка. Силой сери была нужна. Туха, прогнозка. Вот зеленая наша любимая рыба. Лечебная. Говорю, Яныч радуется. Буду говорить суставы. Буду помогать лечить. Давай, мочи его, мочи. Яныч, мочи. Пока он нам тут палатку не разнес. Бо. Ёлка. Совсем обнаглевший. Все зеленые подошли. Бандиты зеленые. Зубы-то есть хоть, нет? Булны. Какие булны? Что-то боковых маловато, что ли-то. Нижних. Ага.
А улахана зверогуа. Но крупных зубов уже нету. У них тут линька идет, видать. Ну покажи рыбку-то нам. Перед выбросом. Перед выбросом. О, какой красивый клазик вылез. Во. И удобная, эта дырочка удобная, да? О. Кальмар бы съесть ведь. Но за это вот тебе за это, да? Вот за это. Караканал дают.